Депутаты Госсовета Коми предложили привлечь к отлову и содержанию бездомных собак фермеров. По словам народных избранников, пустующие коровники можно переоборудовать для содержания бездомных собак, а кормить животных предлагают костями и отходами, которые остаются после забоя скота. Это пока что только предложение подумать. А между тем, решение проблемы с безнадзорными животными ранее уже предложил глава Коми Владимир Уйба. В тех районах, где нет профильного бизнеса, готового брать подряды, будут созданы муниципальные предприятия. Они-то и займутся отловом и содержанием бродячих четвероногих. Как инициативу встретили на местах, узнал Павел Королев. В Ухте собаки уже давно превратились из друзей человека во врагов. В муниципалитете сотни обращений от граждан о стаях бесхозных друзей. Проблему не могут решить годами. Сейчас отловом и содержанием безнадзорных собак в городе занимается единственная организация «Добрый город». Процедура подразумевает отлов собак и помещение их в карантин. Там вакцинация, чипирование и стерилизация. Дальше два варианта: вернуть животное на улицу, либо пристроить в хорошие руки. Но с последним не все так просто. А между тем городской приют переполнен. На сегодняшний день тут содержат более 250 собак. Однако денег на расширение нет. Поэтому в муниципалитете рассчитывают на помощь региона. Территорию облагородить, сделать новые вольеры, клетки. Так вот грубо прикидывали, порядка 5 миллионов рублей, если республика сегодня сможет выделить, то мы сегодня сможем сделать полноценный приют, который соответствует тем требованиям, которые сегодня республика приняла, создать этот приют где-то под 550, под 600 собак. Из позитивных примеров еще можно отметить Воркуту. Там приют работает с 2015 года, и кусачей проблемы как таковой нет. Но в тех же Ухте и Заполярье есть подрядчики приюты, какие бы они ни были. А есть районы в Коми, где вообще нет никаких вариантов. Как отмечают в региональном Минсельхозе, работа предстоит немалая. И многие муниципалитеты возлагают большую надежду на создание подобных муниципальных предприятий. В особенности в тех, где до этого работа по отлову бездомных животных никак не велась. Отдельная история, например, в Усинске. Там сегодня создается муниципальное учреждение, с которым мы плотно взаимодействовать собираемся, расширять поддержку в виде субвенций на отлов и содержание. Поэтому это своя практика. Нам предстоит практически с чистого листа наладить это в южных районах, и в Уктыле. А скажем, в некоторых сельских районах и вовсе своя специфика. Так, в Усть-Цильме большинство безнадзорных собак имеют хозяев. И там просто нужно усилить работу в части ответственности граждан за своих питомцев. Самовыгула быть не должно, уверен депутат Республиканского Госсовета Виктор Бетехтин. По его словам, важна личная ответственность за своего четвероногого друга. А особо непонятливых парламентарий предлагает бить рублем. И это действительно такая проблема, которая, в принципе, только решается самосознанием. Но если самосознания нет, мы уже разговариваем о том, чтобы мы будем, скорее всего, увеличивать штрафы за самовыгул, потому что те 500 рублей, которые мы имеем сейчас, они не работают. Если каждый раз, который мы видим, опять же, по Ухте, у нас недавно, как вы помните, летом было несколько прецедентов, когда там стаффордширские терьеры гуляли по улице на самовыгуле. Хотя, с другой стороны, собака при правильной дрессировке, правильном воспитании не подвергает ни себя, ни каких-либо других людей у нас опасности, но самовыгула быть не должно. Как отмечают зоозащитники, в этом вопросе важна комплексная работа. И проблему бродячих животных одними лишь приютами не решить. Они не резиновые. Активисты сравнивают приют с тазиком, который подставили к колонке с водой. Таких тазиков можно поставить сколько угодно, но вода от этого не перестанет течь на землю. Так и проблема с бездомными собаками сама собой не решится, пока каждый не научится ответственно относиться к братьям нашим меньшим. Павел Королев, Иван Богомолов, Павел Лагутин, телеканал Юрган.